развития бизнес-инноваций ПИК Бишкек совместно с бизнес-омбудсменом Кыргызской Республики проводим для вас вебинар на тему налог на базе патента и упрощенная система налогообложения на основе спикеров Нурлан Юлдушбекович, заместителя бизнес-омбудсмена Кыргызской Республики, Азиз Азаматов, эксперт по вопросам развития предпринимательства, и Султан Халилов, юрист по вопросам регулирования предпринимательской деятельности. Также директор Центра развития бизнес-инноваций ПИК Бишкек Искандер Шаршиев. Модерировать вебинар буду сегодня я. Меня зовут Эльнура Алмасканова. Я являюсь специалистом по коммуникациям и мероприятиям ПИК Бишкек. Позвольте немножко остановиться на правилах участия. Я обращаюсь к нашим участникам. Пожалуйста, убедитесь в том, что все вы выключили микрофоны, кроме спикеров. Все вопросы касаемо темы сегодняшнего вебинара будут озвучены во время сессии вопросов и ответов после презентации наших спикеров. Также сегодняшний вебинар записывается, видеозапись вебинара мы опубликуем на наших социальных сетях и также всем отправим по электронной почте. И отдельная просьба, если кто-то зашел под никнеймом из участников, пожалуйста, добавьте свои имена и фамилии, это очень важно для регистрационной формы. Спасибо. Тогда я первое слово для короткой презентации передаю нашему директору Искандеру Шаршиеву. Искандер расскажет о деятельности нашей организации, какие программы поддержки для бизнеса мы осуществляем на территории Кыргызской Республики. Искандер, прошу вам слово. Здравствуйте, Эльнура, спасибо вам. Здравствуйте, уважаемые участники, здравствуйте, уважаемые представители Института бизнес-омбудсмена. Так, надеюсь, хорошо слышно, да, потому что сейчас были проблемы со звуком. Да, хорошо слышно. О, теперь гораздо лучше. Отлично, позвольте мне сказать несколько слов о ПИК Бишкек перед началом этого, не сомневаюсь, очень полезного вебинара, потому что по нему было очень много нам запросов, да, по этой тематике. Так, презентацию хорошо видно? Да, видим. Отлично. Ну, что такое ПИК Бишкек? Да, добро пожаловать в ПИК Бишкек. Многие из вас, я вижу несколько фамилий, которые знакомы мне, имен. Я думаю, что вы уже видели эту презентацию, но у нас информация все время обновляется, поэтому здесь будут какие-то новые данные. Для тех, кто у нас впервые, вот для вас будет это очень полезная информация о том, кто мы такие, что мы делаем и как можем быть вам полезным. ПИК Бишкек – это программа по развитию предпринимательства и инноваций, осуществляется DAI Global. Мы являемся инкубаторами, акселераторами. Это означает, что мы помогаем вырасти бизнесам, да, микро, малым и средним предприятиям. А у нас есть база данных менторов и консультантов, которые вам помогут в этом. Программа менторства есть. Можно стать нашим выпускником и получить менторские часы, да, от опытных бизнесменов и консультантов. Мы ведем тренинги, семинары, вебинары, вот подобные этому. У нас, благодаря нашим международным партнерам, есть сеть деловых связей, глобальная сеть предпринимателей, 160 стран. У нас для выпускников доступна электронная платформа знаний мирового класса. Вы стали нашим выпускником, участником нашей программы, получаете доступ к информации. Там все наши программы, весь контент, да, вы можете отучиться, получить нужную информацию. И мы создаем сеть связей с инвесторами. Да? Мы создаем такой мостик между предпринимателями и инвесторами. Те, кто заканчивает нашу программу, могут найти инвестиции. Мы вот существуем уже с января, да, с февраля 2020. Мы уже провели целый ряд программ, уже больше десятка программ. Сейчас у нас в самом разгаре идет акселерационная программа для IT-стартапов. У нас также проводились мероприятия, мы являемся уже третий год подряд, будем в этом году национальным организатором Всемирного чемпионата по предпринимательству. Наша большая команда, у нас вот, мы часть такой большой команды ПИК Кыргызстан, в которой больше 20 человек работает. Вот эта большая команда организовала такой национальный чемпионат 2 раза подряд, в 2020 и 2021, и многие наши стартапы попадали в топы среди 160 стран. Да, так что я надеюсь, что в этом году будет победа. Также мы ведем вот вебинары, мы стараемся приглашать самых таких опытных экспертов в своем деле, да, предпринимателей, которые могут поделиться ценной информацией. Менторы у нас также предоставляют свое время для наших выпускников и помогают вот предпринимателям, которые только делают первые шаги или первые годы в своем бизнесе существуют, продвинуться дальше. У нас уже есть определенные результаты. Больше 200 организаций прошло через наши программы. Из них больше половины – это женщины. Да? Женское предпринимательство у нас процветает.
в сфере МСБ. 74 выпускников у нас заявили, что 74%, да, что выросли у них знания по предпринимательству после программ. На 104 вырос доход у выпускников ПИК после программы. Ну, конечно, насколько наш вклад здесь есть, мы очень надеемся, что большой, потому что все зависит в том числе и от того, кто участвует в программе. Естественно, создано 271 рабочих мест, несмотря на пандемию, несмотря на то, что почти каждая 5-6 компания закрылась в стране. 49 выпускников внедрили инновации в свой бизнес. Ну и прочие цифры вот доступны на этой презентации. Да? То есть в целом у нас вот до $500 000 по отзывам наших участников они привлекли инвестиции. После того, как научились создавать питчи, вести переговоры и получили какое-то подтверждение своим гипотезам и уверенность от участия в программах ПИК. Это наша бишкекская команда, прошу любить и жаловать. Мы надеемся, что все больше и больше наших мероприятий будет офлайн, прямо у нас в офисе, поэтому вы будете нас видеть, здороваться с нами. Пандемия уже сдает свои позиции, и я преисполнен оптимизма, что мы с вами будем видеться чаще. Следите за нашими социальными сетями, подписывайтесь на наши каналы, потому что там мы планируем и делаем. Мы очень скрупулезно относимся к тому, чтобы наиболее актуальная информация про бизнес, про то, как продвинуть свой бизнес, как его увеличить, масштабировать, была доступна вам через наши социальные сети, YouTube-канал. Спасибо за внимание. Эльнура, слово вам. Да, спасибо, Искендер. Также присоединяюсь к приглашению Искендера. Посетите наш официальный веб-сайт, посетите, пожалуйста, нас на Фейсбуке, в Инстаграме, в Телеграме, на Ютубе. Также в LinkedIn мы всех вас ждем. Вся актуальная информация всегда доступна для нашей аудитории. Вижу, что нас стало немножко больше. Приветствую всех новых участников. Напоминаю, что Центр развития бизнес-инноваций ПИК Бишкек совместно с бизнес-омбудсменом Кыргызской Республики сегодня проводим вебинары на тему налог на базе патента и упрощенная система налогообложения на основе единого налога. А теперь позвольте представить вам сегодняшних спикеров. Мусралиев Нурлан Юлдушбекович, заместитель бизнес-омбудсмена Кыргызской Республики. Я думаю, что весь деловой мир нашей страны очень хорошо знает Нурлана Мусралиева благодаря его активному вкладу в развитие государственного и частного диалога. Также Нурлан Юлдушбекович занимался и занимается улучшением условий ведения бизнеса в нашей стране, продвижением, защитой интересов предпринимателей и развитием торгово-экономических связей. Также Нурлан Юлдушбекович 8 лет... Эльнура, минуточку. Да. Очень плохой звук. Если у вас там дополнительное устройство, отсоедините его, пожалуйста, от компьютера. Попробуйте это чисто. Так, у меня нет наушников. Сейчас до сих пор плохо слышно, да? Так, не слышно ничего? Не слышно? Сейчас. Так. Опять не слышно? А теперь? Не слышно ничего? Не слышно, да? Хорошо. Попробуем. Нам слышно. Вам слышно? Вам слышно. Слышно. Может быть, у некоторых коллег возможно, да, со звуком. Окей. Давайте я продолжу. Когда я вот представляла наших спикеров, да, Нурлан Юлдушбекович, остановилась на том, что 8 лет Нурлан Байке проработал вице-президентом торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики. Азиз Азаматов, да, наш спикер, с опытом экономическим опытом работы по вопросам внешнеэкономической деятельности, привлечения прямых иностранных инвестиций, развития механизмов государственного частного партнерства. Султан Халилов, юрист с опытом работы в сфере корпоративного права, государственного частного партнерства, ДЧП, как мы знаем, и налогообложения и банковского регулирования. Для приветственной речи я сейчас передаю слово Нурлану Юлдушбековичу, заместителю бизнес-омбудсмена Кыргызской Республики. Нурлан Байке, вам слово. Спасибо большое, Эльнура. Уважаемые участники, во-первых, позвольте всех вас поприветствовать от имени бизнес-омбудсмена и его секретариата, а также выразить благодарность ПИК Бишкек за партнерские отношения и за организацию уже второго вебинара. Тема, которая сегодня заявлена в нашем вебинаре, весьма интересная для всех предпринимателей. Целью нашего сегодняшнего вебинара является предоставление вам информации о двух налоговых режимах для субъектов МСБ.
Это упрощенная система налогообложения и налог на основе патента. Мы бы хотели в рамках этого семинара предоставить вам ориентиры по указанным налоговым режимам и упростить поиск той или иной информации. На это, естественно, нужно время, а как мы понимаем, у представителей, особенно МСБ, не всегда хватает времени для поиска, собственно, самой информации. Наши специалисты подготовили для вас презентацию о налоговых режимах. Я хотел бы подчеркнуть, что мы использовали информацию из открытых источников. Также нами будут затронуты отдельные вопросы. После презентации вы можете задать свои вопросы, которые вас интересуют. Если сегодня нам не получится ответить на все вопросы, то мы попросим вас оставить электронные адреса, либо написать нам на почту. Почта будет у нас в презентации. Мы уточним все вопросы, соответствующие государственными органами, это в том числе Министерством экономики и коммерции, Государственной налоговой службы. Также хотелось бы подчеркнуть тот момент, что в настоящее время после принятия налогового кодекса идет подготовка соответствующих подзаконных актов. Например, сегодня, насколько нам известно, существует подзаконный акт о переутверждении перечня вида деятельности по патентам. Как вы знаете, сегодня существует два перечня по патентам. Это который обеспечивает индивидуальную трудовую деятельность, и есть индивидуальная предпринимательская деятельность. Вот по нашей информации в Министерстве экономики как раз-таки рассматривается вопрос о том, что сократить виды деятельности именно по предпринимательской деятельности. А у нас в основном патенты используются в сфере обслуживания, а также торговли. К сожалению, без данных подзаконных нормативных правовых актов мы не можем увидеть полную картину происходящего. Надеемся, что в ближайшее время будут нормативно-правовые акты подготовлены и выставлены на всеобщее обозрение. Как я уже сказал, сегодня уже в Министерстве экономики и коммерции существует две рабочие группы по пересмотру размеров налога. Например, ставки налога 8% для общепита. Все мы знаем, что в последнее время в обществе идет большая дискуссия по этому вопросу. Опять же вопрос, почему именно 8%? Почему предварительно не было консультации с представителями этого сектора? И вот как обычно у нас в стране бывает, после принятия нормативного правового акта, которым является Конституция для предпринимателей, это налоговый кодекс, к сожалению, дискуссии продолжаются. Хотя мы считаем, что было бы более целесообразно все эти дискуссии проводить перед принятием такого важного для предпринимателя закона. Ну и хотелось бы сказать, что мы не являемся сертифицированным экспертом в области налогообложения, а также представителями уполномоченного государственного органа в сфере фискальной политики. И наши разъяснения не являются обязательными и не носят официальный характер. Наши разъяснения, надеюсь, помогут вам более глубже понять о тех новых моментах, которые сегодня есть в налоговом кодексе. Мы также, как и вы, предприниматели, сталкиваемся с различными вопросами налогообложения. Вы знаете, что основной нашей функцией является рассмотрение жалоб на противоправные действия со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий госсектора. И таким образом сегодняшнее мероприятие, еще раз хочу подчеркнуть, проводится с целью вместе, возможно, разобраться, какой лучше использовать режим налогообложения после того, как мы получили нововведение в нашем налоговом кодексе. Поэтому еще раз хотел бы поблагодарить команду ПИК Бишкек за содействие в организации данного мероприятия, а также пожелать всем нам успешного проведения вебинара. Спасибо. Спасибо, Нурлан Тулушбекович, за теплые слова. Благодарю вас. Напомню, что Нурлан Мурза 8 лет проработал вице-президентом торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики. И как никто
очень хорошо знает, какие условия создаются для поддержки бизнеса. Всегда принимал активное участие в разработке нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Когда мы приступим к сегодняшней презентации, насколько мне известно, сейчас первым выступит Султан с презентацией, и дальше продолжит Азиз. Султан, тогда можете делиться с презентацией. Спасибо большое. Всем еще раз здравствуйте. Спасибо ПИК за организацию данного мероприятия. Спасибо участникам за участие. И сейчас позвольте мне поделиться нашей презентацией. Всем видно, коллеги? Да, видно. Сейчас я... Так, как уже было отмечено, сегодня мы рассматриваем налогообложение субъектов малого и среднего бизнеса, а именно два режима. Да? Мы сегодня будем говорить об упрощенной системе налогообложения на основе единого налога и налоги на основе патента. В первую очередь хотелось бы сделать такой общий обзор, да, и напомнить всем, что налоговый кодекс был принят 18 января 2022 года за номером 3 и введен в действие с 1 января. То есть уже с 1 января этот кодекс полноценно действует, и он был введен в действие законом от 18 января номер 4. Ну и вначале такую структуру дадим, да, налоговое законодательство Кыргызской Республики, оно состоит из настоящего кодекса, то есть, как уже было отмечено у Нурлана Жумбековича, действительно налоговый кодекс – это своего рода конституция для субъектов предпринимательства, и он является основным как раз документом по вопросам налогообложения. Все остальные нормативные правовые акты, другие документы, которые приняты во исполнение этих нормативных актов, к примеру, постановление Кабинета министров, различные решения полномочных органов налоговой службы, все они должны соответствовать налоговому кодексу. Ну и вначале сделаем обзор, да, опять же вспомним, какие у нас в целом действуют налоги. В Кыргызстане действуют общегосударственные и местные. Общегосударственными являются подоходный. Извините, перебью. Секундочку. Не всем видно движение презентации. Так, сейчас, секундочку, коллеги, мне сообщили, что технические неполадки, да? Секунду. Да, мы не полностью... Давайте я снова поделюсь. Да, Может вот. быть, не стоит делать слайд-шоу, чтобы... Можете было на всё. полноэкранный режим вывести туда, а так вот сейчас двигается. Сейчас я попробую. Так, а сейчас, коллеги, если я сейчас буду менять слайд, будет всем видно? Так, вы сейчас Вот меняете? сейчас видно налогов. Сейчас я вот поменял следующий слайд. Не видно. На Нет. полный экран разместите, пожалуйста. Сейчас, секунду. Давайте попробуем. Так. На показ слайд. Да, сейчас, секунду. Так, а теперь, коллеги, оно листается у вас на экране? Нет, так же стоит. Так, извиняюсь, тогда сейчас я Да. попрошу коллегу поделиться тогда ею, хорошо? Да, хорошо. Мы подождем, пока технические неполадки. Сегодня что-то вот интернет немножко подводит. Меня не слышно, то остальных спикеров не слышно, да? Но это особенности, специфика онлайн-мероприятия. Я думаю, что все относятся к этому с пониманием. Тем более, что мы всем отправим видеозапись. В принципе, я вот хорошо слышу спикеров, и даже вот слайды двигаются, но порой меня, наоборот, да, когда я выступала, было не слышно. Попробуйте сюда еще раз. Так, сейчас Сейчас моя коллега Айдай как раз поделилась презентацией. Так, Айдай, если крутить вперед. Я думаю, коллеги, может быть, попробуем выйти, может быть, из полноэкранного режима, если будет видно. Коллеги, извините, пожалуйста, небольшая подсказка.
Просто вы знаете, вы у себя на экране сначала демонстрацию откройте, только после этого уже демонстрацию, в смысле, демонстрацию своего вот этого, вот этой презентации у себя на экране. Отключите сначала демонстрацию в Zoom, у себя демонстрацию откройте, только потом уже демонстрацию в Zoom открывайте. Потому что в Zoom он демонстрирует только тот вид, при каком вы уже демонстрацию открываете. Я, по-моему, вообще запутала, да? Да, Ну, я вас сейчас, поняла. секунду, Сначала попробую. вы открываете отдельно презентацию, просто сейчас можете закрыть шеринг, отдельно презентацию на компе открываете, потом делаете Все, шеринг. сейчас. Так, все, коллеги, сейчас моя коллега поделится. Посмотрим. Звук пропал, вообще ничего не слышно. Сейчас, секунду, коллеги. Извиняюсь, сейчас. Сейчас, коллеги, секунду, я попробую еще раз поделиться своим экраном презентации. Да, я без полномасштабного попробую сейчас. Вы Сейчас, сначала секунду. презентацию, да, открыли? Вот ну я вот сейчас делюсь. видно. Вам видно? Да, Если я теперь буду видно. переходить, вот так переходить, вам будет переход на следующий? Да. Может быть, вот так пока оставим, да? Я думаю. Давайте. Да, давайте. Да, хотя бы Вот так. так всем видно, да? Видно, видно. Все, хорошо. Так. Значит, мы остановились на видах налогов, которые у нас в Кыргызстане сейчас действуют. Первый – это общегосударственный, куда входит подоходный налог, налог на прибыль, НДС, акцизный налог, налоги за пользование недрами, бонусы и роялти, и налог с продаж. Также у нас есть местный налог на имущество, и, как вы видите, здесь отсутствует земельный налог, который в новой редакции налогового кодекса вошел в налог на имущество. Также у нас, как вам известно, у нас есть два режима. Есть общий режим и есть специальный. Общий режим – это тот режим, когда налоговые обязательства возникают по общегосударственным и государственным местным налогам. Грубо говоря, у вас компания, эта компания будет уплачивать налог на прибыль, НДС, удерживать подоходный налог со своих сотрудников и так далее. То есть тут будут применимы практически все соответствующие налоги согласно вашей деятельности. Также у нас есть специальный режим. Специальный режим, он как раз призван, да, облегчить предпринимателям отдельные условия ведения предпринимательской деятельности. И два из которых мы сегодня рассмотрим, как раз это те случаи, когда предпринимателям разрешается
не уплачивать определенные виды налогов, если они осуществляют деятельность на соответствующем специальном налоговом режиме. И специальный налоговый режим у нас сегодня состоит из налога на основе патента, упрощенной системы налогообложения, налогового режима в свободных экономических зонах, налоговый режим в парке высоких технологий, как вы знаете, это льготы для наших специалистов в сфере IT, налог на майнинг, который тоже был относительно введен, и налог на деятельность в сфере электронной торговли. Это новый вид налога, который вошел в налоговый кодекс. Здесь только следует отметить, что по сообщению Государственной налоговой службы сейчас практически невозможно осуществлять деятельность в данном режиме, поскольку данный режим тесно связан с вновь принятым законом об электронной торговле. Он уже был принят в конце декабря 2021 года, но вступает в силу он спустя 6 месяцев с момента принятия. Поэтому в ближайшие полгода данный налоговый режим пока действовать не будет, но нужно уже иметь его в виду, да, потому что с момента вступления в силу самого закона, соответственно, будет данный налоговый режим. Это для тех субъектов, которые занимаются предпринимательской деятельностью в сфере электронной экономики. Ну и упрощенная система. В первую очередь, конечно, нужно узнать, кто вообще является налогоплательщиком, да, кто будет уплачивать этот налог. Это субъекты малого бизнеса, это те субъекты, у которых объем выручки составляет не более 8 миллионов сомов. Также это субъекты среднего бизнеса, это субъекты, у кого объем выручки до 30 миллионов сомов, а также это субъект, применяющий режим уплаты НДС на импорт при условном начислении. Это особый режим, предусмотрен статьей 324 для субъектов, которые импортируют какой-то товар, возможно, с намерением его экспортировать. И если они его не экспортируют в ближайшие полгода, то с них будет удержан налог на добавленную стоимость. А пока до этого времени они просто кладут деньги на депозит в казначействе, и в последующем, когда они решат экспортировать свой товар, данная сумма будет им возвращена. Но это специфическая такая форма здесь, то есть периодически по ходу дальше презентации статья 324 будет упоминаться, просто нужно иметь ее в виду. Да? То есть если вы импортируете с дальнейшим намерением экспортировать товар, вам нужно будет руководствоваться в том числе данной статьей, нужно будет к вам применимо. И также субъекты швейной и текстильной отрасли. Они также могут осуществлять свою деятельность в рамках уплаченной системы. Смотрите, как ранее было отмечено, да, специальный налоговый режим предусматривает освобождение от определенных видов налогов. В частности, по упрощенной системе это налог на прибыль, налог с продаж и НДС на облагаемые поставки. То есть если вы осуществляете деятельность в рамках единого налога, вы не обязаны уплачивать не обязаны уплачивать налог на прибыль, налог с продаж и НДС. Как раз в этом и данного специального налогового режима, который в том числе и по ставке, к примеру, он ниже, чем налог на прибыль. Если налог на прибыль 10%, то в рамках упрощенной системы вы далее увидите, что там более сниженные ставки. Обязанности субъектов при этом, да, что следует иметь в виду, применять ККМ в порядке, установленном налоговым кодексом. Согласно налоговому кодексу, как вам, возможно, известно, ККМ обязаны применять все субъекты предпринимательства, реализующие работы, услуги, товары в адрес населения, да, в адрес физлиц для конечного потребления. То есть в этом случае ККМ нужно будет использовать. Далее, что стоит иметь в виду? Уплачивать налоги помимо указанных ранее в соответствии с НК-КР. То есть нужно иметь в виду, что вы освобождены от налога на прибыль, но при этом, если у вас есть имущество, то, соответственно, с него вы будете обязаны уплатить налог, потому что его нет, да, в списке тех налогов, от которых вы освобождены, в списке тех 3 налогов. Применять счета фактуры в порядке, установленным налоговым кодексом. Счета фактуры, если ККМ применяется
при работе с населением, то счета фактуры предприниматели применяют при работе с юрлицами, да, с организацией. Далее, не освобождается от обязанности налоговых агентов в случаях, установленных налоговым кодексом. Как вам известно, налоговые агенты, да, это те как раз, кто удерживает налоги. Ну, наиболее такой яркий пример – это со своих сотрудников. Поэтому здесь, если субъект в рамках упрощенной системы налогообложения осуществляет свою деятельность, он не освобождается от обязанности налогового агента. То есть, если где-то какие-то были оплаты, ему нужно удержать тот или иной налог в качестве налогового агента, он обязан это. Что стоит иметь в виду, да, также здесь? Упрощенная система не распространяется на субъекты, уплачивающие налог на основе патента. Ну, это очевидно, да, если у вас патент, то у вас соответствующие виды деятельности, с которых вы этот патент и уплачиваете. На субъекты, оказывающие финансовые страховые услуги, определение финансовых услуг, оно также дано в кодексе, а в частности в статье 174, в пункте 60, там есть определение финансовых услуг. Туда входят в том числе банковские услуги, в том числе предоставление займов и так далее. На инвестиционные фонды, на профессиональных участников ценных бумаг и на налогоплательщиков акцизного налога. То есть если вы работаете с продуктивными товарами, то здесь уже упрощенная система налогообложения не может на вас распространяться. Да? Ну, подакцизные товары в том числе. Табачные изделия, да, порядок применения упрощенной системы. Налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать упрощенную систему, то есть если вы решили перейти или вновь зарегистрировались и начали по ней работать, у вас есть такое право. Вновь зарегистрированный налогоплательщик обязан подать заявление в налоговый орган как плательщик единого налога по месту налоговой регистрации в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем налоговой регистрации. Если вы еще не являетесь субъектом предпринимательства, вы регистрируетесь в налоговой службе, и после этого в течение 5 рабочих дней вы можете встать на данный режим. Что стоит отметить, да? При переходе с общего налогового режима, предположим, у вас общий налоговый режим, вы уплачиваете налог на прибыль, НДС и прочее, для перехода на упрощенную систему налогообложения вам нужно иметь в виду, что следует подать заявление в налоговый орган по месту текущего налогового учета до 1 декабря текущего года. То есть, грубо говоря, до 1 декабря 2022 года, если вы хотите осуществлять деятельность с 1 января следующего года уже по упрощенной системе, то до 1 декабря вам нужно будет подать такое заявление в налоговый орган, и уже вы будете уплачивать единый налог уже с 1 января следующего календарного года. При переходе с иных специальных налоговых режимов. Как мы с вами до этого рассмотрели, у нас есть список, да, тех налогов в рамках специального налогового режима. И здесь процедура уже более упрощенная, да, здесь не нужно ждать следующего года. Подача заявления в налоговый орган осуществляется по месту текущего налогового учета. При этом уплата уже единого налога с 1 числа следующего за месяцем подачи заявления. То есть, если вы планируете перейти с одного режима на другой, возможно, у вас может быть патент, да, и вы решили уплачивать. Вы можете перейти с 1 числа месяца следующего за месяцем подачи заявления. Да. Если вы в мае, грубо говоря, подали, а в июне вы уже можете осуществлять деятельность по упрощенной системе. Если до этого у вас... Далее, еще есть те условия, да, как вы видели, до этого было отмечено, на кого может распространяться данный налоговый режим, кто может пользоваться им в целом. Так вот, при несоответствии условий упрощенной системы необходимо подать заявление до завершения месяца, следующего за месяцем, в котором установлено это несоответствие. Грубо говоря, в текущем месяце у вас выручка превысила, да, 30 миллионов. Вот, тогда вам нужно будет подать заявление о переходе на общий налоговый режим в налоговый орган по месту текущего налогового учета. Здесь вы уже не соответствуете условиям упрощенной системы, потому что, как мы помним,
она распространяется на субъектов малого и среднего бизнеса. Уплата налогов на основе общего налогового режима будет с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Что также следует иметь в виду? Есть еще добровольный выход. Да? Возможно, вы посчитали, что, наверное, вам более выгодно теперь работать в общем налоговом режиме, поэтому вы можете добровольно выйти из упрощенной системы. Если переход на общий налоговый режим, то вам нужно подать заявление в налоговый орган по месту текущего налогового учета до 1 декабря текущего года, и уплата налогов на основе общего налогового режима будет с 1 января следующего календарного года. Если переход на иные специальные налоговые режимы, опять же, может, вы с упрощенной системы хотите на патент перейти, или, может быть, в будущем, да, когда будет принята эта норма, решили осуществлять деятельность в сфере электронной коммерции, что-то, то вам следует подать заявление в налоговый орган по месту текущего налогового учета и уплата налогов на иных специальных налоговых режимах с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Но что стоит учитывать? Перед тем, как выходить из упрощенной системы налогообложения, коллеги, здесь нужно учесть, что вернуться вы сможете на нее не ранее, чем через 1 год после снятия с учета. То есть если вы в этом году решили выйти из данного режима ввиду различных причин, нужно иметь в виду, что вернуться вы к нему сможете только спустя год. Что является объектом налогообложения и налоговой базы? Да, объект налогообложения – это ваша предпринимательская деятельность. То есть факт того, что вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, уже может служить для того, чтобы зарегистрироваться по данному специальному налоговому режиму. Налоговая база – это выручка от реализации товаров, работ, услуг. Да, коллеги, здесь просим заметить, что если вы в общем налоговом режиме и при исчислении налога на прибыль ваши расходы будут учитываться, и, соответственно, те расходы, которые для предпринимательской деятельности, они будут вычитываться из налоговой базы, то в данном случае нужно иметь в виду, что если вы в системе единого налога, то ваша налоговая база – это вся выручка. То есть здесь у вас не получится вычитать расходы, здесь будет у вас выручка. Для субъектов, применяющих режим, установленный статьей 324, налоговая база – стоимость товара. Да? То есть того товара, о котором мы говорили, который вы ввозите, из которого вы, возможно, уплатите НДС или не уплатите, если вы его экспортируете. Ставки. Ставки по УСН. Да? Один из, наверное, таких важных вопросов, потому что здесь есть наглядные цифры. Ставки налога по упрощенной системе. Если переработка сельхозпродукции, если торговля и если еще здесь добавилось производство. Если производство, то есть если ваша деятельность в этих сферах, вы оплачиваете 4% с той выручки, которую вы получили в наличной форме, и 2% без наличной формы. Безналичная форма также в соответствующих статьях кодекса объясняется, то есть это, по сути, получается любая безналичная форма, которая оплачена онлайн-банкингом или положена наличными на ваш банковский счет и так далее, это будет безналичная форма. Для остальных видов деятельности, да, то, что не торговля. Торговля в целях налогового кодекса предполагает торговлю товаром. Поэтому услуги сюда не входят, поэтому остальные виды деятельности, да, наиболее наглядные из которых это услуги, к примеру, у вас может быть юридические услуги или еще бухгалтерские и так далее, то вы здесь будете оплачивать 6%, если вы получаете выручку в наличной форме, и 4%, если вы ее получаете без наличной. Есть также специальные ставки, то есть если это были общие ставки, здесь есть специальные. Для субъекта, применяющего режим, установленный статьей 324, да, снова мы ее видим, 3%. Для субъектов швейной и текстильной отрасли здесь значительный льгот, здесь 0,25%, как видите. Государство стимулирует данную деятельность. До 1 января 2027 года данная ставка у них будет действовать. И для налогоплательщика, оказывающего услуги общественного питания, саун, бильярдных бань, за исключением муниципальных бань, это 8%. И как до этого было отмечено, сейчас Кабинет министров
обсуждает проект закона, согласно которому предлагается снизить ставку, да, для общественного питания до 6%. Налогоплательщик, за исключением субъекта, применяющего режим по статье 324, осуществляющий несколько видов деятельности, исчисляет и уплачивает налог отдельно, заметьте, по каждому виду деятельности, по ставкам, установленным для этих видов деятельности. То есть какие виды деятельности имеются? То есть те, которые были отмечены ранее. Да? То есть если вы занимаетесь торговлей товаров, соответственно, вы будете оплачивать по этим ставкам 2,4%. Если же у вас вдруг вы параллельно хотите заниматься какими-то оказанием каких-то услуг, то вы уже здесь исчисляете отдельно, да? То есть уже новая ставка другая. Так, далее, коллеги, есть, опять же, послабление, да, для индивидуальных предпринимателей. В этом плане государство принимает такие активные шаги, и в том числе в налоговом кодексе есть специальные ставки по упрощенной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, когда они реализуют товары, работы, услуги населению. То есть когда они не работают с юрлицами, да, с организацией. Соответственно, здесь такие индивидуальные предприниматели, они в 2022 году оплачивают данный налог по ставке 0%, в 2023 1%, в 2024 2%, и с 2025 года уже будут общие ставки, которые ранее упоминались, да, 2,4, 6,4. Это будет с 2025 года, но здесь есть свои условия, здесь нужно отметить. Вот, то есть ставки для индивидуальных предпринимателей, да, вот эти послабления, которые были отмечены, они применяются в случаях, когда, первое, индивидуальный предприниматель вновь зарегистрирован или перешел с нового налогового режима на упрощенную систему налогообложения в указанный период. Если, здесь стоит отдельно отметить, размер выручки не превышает 8 миллионов за последние 12 месяцев, следующих подряд. И если исполняется требование по обязательному применению ККМ в порядке, установленном налоговым кодексом. То есть, видите, коллеги, здесь есть послабление для предпринимателей. К примеру, в 2022 году, если индивидуальный предприниматель будет оплачивать налог по ставке 0%, тем не менее ему нужно будет иметь ККМ, потому что данные будут автоматически передаваться государственной налоговой службе, что позволит ей вести свою статистику, да, по прибыльности того или иного сектора предпринимательства. Поэтому здесь стоит иметь в виду, что есть льгота, но при этом подсчет будет идти, да, соответственно, за вашей деятельностью будут следить и отслеживать, соответственно, оборот, да, товаров. Налоговый период, коллеги, есть для субъектов малого и среднего бизнеса, а также для субъектов швейной и текстильной отраслей. Это 1 квартал. Для субъектов, применяющих режим по условному начислению НДС, это календарный месяц. Исчисление идет по статье 43. В принципе, здесь ничего сложного. Вы умножаете, да, налоговую базу на налоговую ставку. Соответственно, вы берете всю свою выручку и из нее рассчитываете единый налог по соответствующей ставке, согласно вам. Представление налоговой отчетности. По единому налогу предполагается подача отчетности. Отчет по единому налогу подлежит представлению по месту текущего налогового учета не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Это для субъектов по условному начислению НДС. И за отчетным налоговым периодом другими налогоплательщиками. То есть отчеты следует по общему порядку сдавать раз в квартал. Потому что налоговый период у нас квартал по данному единому налогу. Уплата. Уплата производится не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом.
субъектом малого предпринимательства и ИП, осуществляющим реализацию товаров, работ и услуг населения. То есть для субъекта малого бизнеса и индивидуального предпринимателя, который продает товары в адрес населения, это будет квартал, да, 3 месяца. И за отчетным месяцем это для субъекта среднего предпринимательства и субъекта по условному начислению НДС. Порядок и сроки уплаты. Да? ИП, осуществляющий реализацию товаров, работ, услуг населению, освобождается от представления отчета по единому налогу за налоговые периоды с 22 по 24 год. Здесь тоже следует обратить внимание, еще одно поступление. То есть по соответствующим ставкам вы уплачиваете, при этом вы освобождаетесь от сдачи отчетов с 22 по 24 год. Но здесь, опять же, следует иметь в виду, что, как было отмечено ранее, сейчас в кабинете министров обсуждается проект закона, согласно которому в том числе, ну, то есть, возможно, будут еще большие послабления для индивидуальных. Расчет налогового обязательства по единому налогу такого индивидуального предпринимателя за налоговые периоды производится налоговым органом на основании данных автоматизированной информационной системы. Как вот уже ранее отметил, поскольку вы применяете ККМ, все данные они передаются в государственную налоговую службу, поэтому у налоговой службы будет информация по вашей... Это, конечно, такой шаг в сторону прозрачности. Ну и индивидуальный предприниматель. И что еще стоит? Еще одно послабление уже для субъектов швейной и текстильной отрасли. В течение налоговых периодов с 22 по 24 год взамен исчисления уплаты подоходного налога, заработной платы наемных работников обязан приобретать патент каждого наемного работника в соответствии с налоговым кодексом. И налогоплательщик единого налога обязан представлять единую налоговую декларацию в сроки, установленные статьей 106. В статье 106, коллеги, вы налогового кодекса можете посмотреть положение по единой налоговой декларации, и там идет градация по годам, кто когда обязан представлять налоговую декларацию. Но индивидуальные предприниматели, субъекты бизнеса, они в любом случае представляют данную налоговую декларацию. Ну и здесь, коллеги, благодарю вас за внимание. Я передам слово коллеге Азизу. Далее Азиз вам расскажет по налоге на основе. Спасибо, Султан. Дорогие участники, скажите, пожалуйста, меня слышно сейчас? Да, слышно. Вот я подключила слышно. наушники. Хорошо, Да, Хорошо значит, так слышно. слышно. Спасибо большое. Тогда передаю слово, да, следующему нашему спикеру. Азиз, прошу вас. Добрый день, уважаемые участники. Продолжаем нашу презентацию. Как раз говорим уже о налогообложении на основе патента. Как вы знаете, патентную систему ввели более 20 лет назад. Тогда цель его была в большей степени формализация налоговых отношений между налогоплательщиками и государством, который предусматривал изначально снижение уровня теневой экономики. Конечно, из-за своей простоты патент, он как бы прижился Кыргызстану. Субъекты малого и среднего предпринимательства очень принимали его с легкостью, потому что никаких сложностей бюрократии по бухгалтерскому документации не предусматривал. Но следует правильно понимать, что по своей натуре такая форма налогообложения на основе патента, она является временной мерой. И несмотря на то, что более 20 лет он как бы носил системный характер, на последние 3-4 года правительством Кабмина сейчас уже активно поднимаются вопросы по оптимизации патентной системы, что в конечном итоге приведет к его аннулированию.
Следует отметить, что патентная система, она в некой степени является сдерживающим фактором развития экономики, потому что в какой-то мере создает неравные условия между бизнесом. В новом налоговом кодексе 2022 года патентная система она сохранилась, ему отведена отдельная глава 56 раздела 14 спецналогового режима. Данной главой определено, что патент является одним из видов специального налогового режима. Его можно приобрести на свое усмотрение как в бумажном носителе, так и в электронном формате. Причем оба будут иметь одинаковую юридическую силу. Что предоставляет патент? Это, конечно, в первую очередь это право на осуществление предпринимательской деятельности, согласно указанному сроку в патенте, подтверждает уплату налогов и также предоставляет право получать доходы как раз в рамках того срока, указанного на самом патенте. Ставка по патентам она фиксированная и определяется Кабинетом министров по предложению Государственной налоговой службы. Здесь важно отметить, что ведение деятельности без приобретения налога принимается как деятельность без регистрации, соответственно, уклонения от уплаты налога. Следующий слайд. Важно отметить, что патент ни в коем случае не заменяет другие разрешительные документы, такие как лицензия, специальные разрешительные документы. Те, кто приобретает патенты, налоговые органы также не имеют права проводить выездные налоговые проверки, за исключением встречной проверки. Базовая сумма налога на основе патента установлена Кабинет министров, как я отметил. Здесь же налоговая в пределах базовой суммы может устанавливать и корректировать сумму налога в зависимости от сезонности, доходности, вида и места деятельности. Такая корректировка производит на основании, конечно же, хронометражных обследований, проводимых инспекторами налоговой службы. Действующие ставки установлены постановлением правительства 25 июня 2015 года, номер 418. Как было уже отмечено ранее, данные ставки будут переутверждены, и по информации Кабинета министров завтра ожидается подписание, и, возможно, мы уже увидим новые ставки. В целом, из того документа, который был опубликован на официальном сайте Кабинета министров, там было 3 изменения, остальные все ставки остались, кроме 3. Первое – это исключается вид деятельности, такие как услуги местных работников международных проектов и программ. Ну, это у нас консультанты в проектах, международных организациях. По ним, соответственно, будет удерживаться подоходный налог, когда будет произведена оплата за работу. Также добавлен другой вид деятельности – это обменных бюро. Ранее у них, конечно, был обязательный патент с базовой ставкой 20 тысяч сомов. Кроме этого, вводится ставка патента на наемного работника, работающего субъекта предпринимательства, уплачивающий налог на основе единого налога в размере 7 расчетных показателей за месяц. Многие поднимают вопрос о введении 2 или более видов деятельности на основе патента. Вот если посмотреть, когда налоговый кодекс определяет, нужно брать, тут спрашивают, нужно ли брать один патент, либо на каждый вид отдельно. Статья как раз 414 налогового кодекса определяет, что каждый вид деятельности, подлежащий налогообложению на основе патента, сумма налога устанавливается на каждый вид экономической деятельности отдельно. Соответственно, если вид деятельности предусматривает различные
придется брать патент на каждый из них. Здесь есть небольшая такая настоящее противоречие по подзаконным актам. Вот постановлением 357 от 31 июля 2018 года утвержден порядок выдачи в налоговых органах патентов в бумажном носителе либо в электронном формате. Вот именно пунктом 21 там как раз установлено, если идет реализация налогоплательщиком различных видов товаров на одной торговой точке, по которым ставки добровольного патента составляют разной величины, налог на основе патента взимается один раз за все заявленные ими виды реализуемых товаров. По ставке только на один вид товара, по которому установлена максимальная ставка. И, соответственно, в патенте указываются все заявленные виды реализуемых товаров. Можно следующий. Так. Статья 416 определяет, кто может быть субъектом налогообложения на основе патента. Такой налогоплательщик может быть физическим лицом, как и юрлицом. Физическое лицо, осуществляющее индивидуальную трудовую деятельность, уплачивает налог на основе патента взамен подоходного налога. А физлицо, осуществляющее индивидуальную трудовую деятельность, приобретает патент взамен уплаты на налога на прибыль и налога с продаж. Юрлицо это обменные бюро, они берут патент взамен уплаты налога на прибыль, налога с продаж и НДС на облагаемые поставки. Там устанавливается ставка 20 тысяч сомов. Если же вы ведете деятельность и приобретаете патент, и у вас есть наемные работники, тогда на каждого работника приобретается патент в размере 7 расчетных показателей в месяц, предусмотрено статьей 416, часть 3, 700 сомов. Следующий слайд. Так, не имеет права на применение налогообложения на основе патента в двух случаях. Это первое, когда физлицо, который превысил лимит объема выручки более чем 8 миллионов сомов в год. В этом случае такому физлицу необходимо подать в налоговый орган заявление на переходе на иной порядок исчисления уплаты налогов с 1 числа месяца, следующим за месяцем, в котором было превышение лимита. Как раз об этом Султан ранее говорил. Далее, физлицо, осуществляющее импорт товаров, за исключением субъекта швейного и текстильного производства. В таком случае за соответствующий период применяется общий режим исчисления налогов. Так, следующий слайд. Так, срок патента может варьироваться от 15 до 365 дней. И главная их отличительная черта – это последовательность дней. Конечно, чем больше срок патента, тем больше предоставляется скидка со стороны налоговой службы. Так, за приобретение патента 365 дней скидка составляет 15% от всей суммы. Однако невозможно осуществить возврат денежных средств после приобретения патента. Это вот как бы фиксированная ставка, оплачиваешь, ведешь трудовую деятельность без возможности возврата денег в случае прекращения вида своей деятельности. И если у налогоплательщика, который ведет деятельность на основе патента, имеется другая деятельность, которая не подпадает под налогообложение на основе патента, тогда он должен вести здесь раздельный учет. Также расходы по деятельности на основе патента не подлежат вычету из совокупного годового дохода по другим видам деятельности, не подлежащие налогообложению на патентной основе. Вкратце, я рассказал основные моменты налогообложения на основе патента. Далее. Азиз, спасибо. Далее, коллеги, хотел кратко перейти на некоторые из тех вопросов, которые к нам поступили по теме сегодняшнего вебинара. Позволите, уже по некоторым из них мы начнем
смотреть информацию. И некоторые вопросы, которые к нам поступили, они касались в том числе налога на добавленную стоимость, вопросов регистрации, поскольку эти темы, они пока сегодня за рамками, да, сегодняшнего вебинара, мы для себя зафиксировали данные вопросы, и мы обязательно по ним уточним информацию с Государственной налоговой службой, с Министерством экономики и коммерции. А пока вот по некоторым, которые по сегодняшней теме были, вот был вопрос, если платится единый налог с выручки, то налог на прибыль не платится. На этот вопрос мы уже ответили в презентации. Кстати, вот, наверное, на какие-то из вопросов, которые были в наш адрес, некоторые из них уже, скажем так, отражены в презентации. Вот. Поэтому здесь налог на прибыль, как я сказал, он не платит, потому что как раз основной налог, от которого освобождается субъект по единому налогу, это как раз налог на прибыль. И вместе с налогом с продаж и НДС на облагаемые поставки. При этом следует отметить, что НДС на импорт он все равно должен оплачивать. Если платится, если сотрудникам оплачивается зарплата, то каковы ставки соцотчислений подоходного налога? Здесь, коллеги, следует отметить несколько пунктов. Да? То есть у нас, как вы знаете, действует закон о тарифах страховых взносов, по которому общая ставка страховых взносов для работодателя составляет 17,25%, и для работника 10%. То есть 27-25 – это общий платеж по страховым взносам, это нужно будет иметь работодателям в виду, да? И 10% подоходный налог. При этом следует также отметить, что для индивидуальных предпринимателей в статье 6 там, закона о тарифах страховых взносов действуют специальные ставки. К примеру, если вы индивидуальный предприниматель и вы осуществляете деятельность по единому налогу, то у вас ставка страхового взноса будет уже меньше, то есть там 10% от среднемесячной заработной платы вы оплачиваете. Среднемесячная заработная плата в Кыргызстане в прошлом году она составляла примерно 19,5 тысяч сомов. В средствах массовой информации появилась информация о том, что, возможно, в этом году эта цифра будет увеличена, да, возможно, до 20 с лишним тысяч. То есть вам примерно нужно ориентироваться, это 1900-2100, да, примерно вот по сумме страхового взноса, если вы индивидуальный предприниматель. Если вы осуществляете деятельность по добровольному патенту, там ставка еще ниже. Как помню, там порядка 6%, надо будет с законом. Далее еще здесь, опять же, вопрос следующий поступил. Сколько сотрудников, да? В зависимости от сотрудников, какие ставки соцотчислений, если более 5. Здесь такой как раз актуальный вопрос в том смысле, что сейчас в Туркмении, в парламенте уже комитетом соответствующим был принят в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон о тарифах страховых взносов, о котором вы, скорее всего, слышали, который предполагает снижение ставок для субъектов, если 5 человек и более, то ставка для работодателя снижается до 12%, и работник также платит 10%. Здесь больше, скажем так, послабление для работодателя. И если 15 и более человек сотрудников компании, то работодатель будет уплачивать 4%, работник 10%. Данный законопроект сейчас обсуждается в парламенте. Он был инициирован изначально Министерством здравоохранения и соцразвития на тот момент, но в основном занимается этим законопроектом социально. И относительно недавно они как раз проводили тоже круглый стол по этой теме и сообщали о данной инициативе. То есть в скором времени, возможно, данные послабления будут приняты, но они, опять же, они действуют для малого и среднего бизнеса. Малый бизнес, мы помним, 8 миллионов, а средний бизнес 30 миллионов. Объем выручки. Так,
Далее, коллеги, был вопрос вот как раз по электронной коммерции, да, налогообложение по упрощенной системе субъектов электронной коммерции, продажа на Wildberries, какие ставки и регистрационный порог по НДС повысился ли. Как я уже упомянул ранее, специальный режим для электронной коммерции, он начнет действовать спустя полгода, если отсчитывать от примерно 22 декабря, по-моему, та дата, когда был принят закон об электронной торговле, то здесь уже в большей степени будет действовать тот режим. А что касается действующего, я думаю, тут лучше уточнить с государственной налоговой службой, потому что здесь стоит вопрос, то есть какой режим, да, скажем так, будет более выгоден и какой режим будет применим для того или иного налогоплательщика, осуществляющего деятельность по электронной коммерции. То есть понятно, что основным все-таки будет вот этот новый режим спустя полгода, но вот по нынешней деятельности лучше в государственном налоговом. Регистрационный порог по НДС повысился ли? Сейчас нельзя сказать, что регистрационный порог повысился, ну, то есть об этом конкретно не говорится в кодексе. То есть если в предыдущей версии кодекса был определенный порог по регистрации для НДС, плюс была возможность добровольной регистрации по НДС, сейчас уже есть перечисление тех налогоплательщиков, да, кто должен уплачивать НДС, это в основном те субъекты, которые работают в рамках общего налогового режима. И что касается добровольной здесь регистрации, да, и регистрационного порога, то он уже, по сути, отсутствует. И по информации отдельных специалистов, тут опять тоже могут быть разночтения, то есть однозначной такой позиции. Да? То есть налоговый кодекс, он не предусматривает какую-то добровольную регистрацию НДС. При этом по информации налоговой службы, регистрация по НДС это дело каждого налогоплательщика, но в то же время вот отдельные специалисты нам сообщили, что те субъекты, которые, к примеру, на патентом работают, в едином налоге, у них нет, по сути, возможности по регистрации по НДС. Им необходимо будет переходить на общий налоговый. То есть здесь, опять же, позиция неоднозначная, поэтому рекомендуем вот данный вопрос тоже, опять же, уточнить с налоговой службой, мы со своей стороны тоже будем. Далее был вопрос, каким образом можно перейти на упрощенный режим налогообложения. Как было упомянуто в презентации, если вы вновь зарегистрировались, то в течение 5 дней с момента налоговой регистрации вам необходимо на данный режим в соответствующем управлении государственной налоговой службы. И таким образом вы можете на него перейти с общего режима, с каких-то других специальных режимов, как мы обсудили, будет более упрощенный переход. Если вы переходите с общего налогового режима, как бы вам необходимо подать заявление до 1 декабря, и только со следующего года вы начнете деятельность в рамках единого налога. А если вы переходите с других каких-то специальных налоговых режимов, то вы уже можете с месяца переходить на данный режим после того месяца, в котором вы подали заявление. Далее, секундочку, еще. Был вопрос. Султан, извиняюсь. Один момент. Тут в чат-бокс поступают также вопросы. Как делаем? Будем миксовать, чтобы, да, без ответа не оставить вопросы. Просто хочу проинформировать наших участников, что сейчас Султан отвечает на те вопросы, которые были заданы на нашу электронную почту, были отправлены, да, на как раз на наш запрос. Ну вот в чат-бокс поступило где-то 3-4 вопроса. Как вам будет удобно? Но я сейчас буквально, я уже почти заканчиваю, передам слово Азизу. Азиз тоже быстро пройдется по вопросам по патентам, которые поступили, и мы можем потом перейти тогда к новым вопросам. Я сейчас ускорюсь тогда. Спасибо. Дальше указывается, обязательно ли ИП, который на едином налоге, который реализует товар населению через ККМ в конце месяца, выписывает электронный счет фактуры.
Коллеги, опять же, здесь неоднозначная такая позиция. На нашем предыдущем вебинаре с налоговая служба сообщила, что да, есть обязанность выписывать в конце каждого месяца электронный счет-фактуру по итогам своей деятельности за этот месяц. Но в то же время у нас есть такой порядок оформления применения счета фактуры, который утвержден постановлением правительства 15 июня 2020 года. И там есть такая норма, что оформление счета фактуры производится один раз в конце месяца на основе накопленной месячной учетной документации в соответствии с налоговой политикой, утвержденной налогоплательщиком. В случаях, когда это предусмотрено соответствующей статьей предыдущего налогового кодекса, здесь до сих пор есть ссылка, да, при безвозмездной реализации поставки товаров, работ или услуг населению в ходе рекламных акций, при оказании платных услуг населению через банки или ведении расчетов через электронный терминал. То есть здесь, коллеги, пока тоже неоднозначная позиция. Мы этот вопрос также уточним с налоговой службой, потому что предполагается, что, наверное, скорее всего, данный порядок тоже будет изменяться, потому что будет все сейчас, как обозначили ранее, все приводится в соответствии с новым налоговым кодексом, поэтому данный вопрос еще нужно будет уточнить. Пока вопрос неоднозначный. ИП на едином налоге, но работает только с юрлицами, ему не обязательно иметь ККМ. Как было обозначено, ККМ только для работы с населением. Если вы работаете с юрлицами, вы тогда работаете уже с... Коллеги, у меня пока все. Я передам тогда слово Азизу. Так, уважаемые участники, получаем сообщения, вопросы в чат. Я постараюсь на некоторые из них ответить. Вот Бични Мурза до этого спрашивал по наемным работникам патент 7 расчетных показателей 700 сомов. Да, это верно. 700 сомов. Ожидаем, что завтра эти ставки будут утверждены и можно будет уже на них работать. Так, вопрос от мистера Ильича Чинара поступил. Если патент консультант международных организаций уже приобретен на 6 месяцев, что теперь делать дальше? Как вы знаете, налоговый кодекс вступил в силу с 1 января 2000 года, и в реализации него налоговые ставки по патентам, они завтра будут переутверждены. Там уже не будет такой вида деятельности международных организаций, как видом деятельности поддержки по налогу на патент. Поэтому, скорее всего, это все сгорит, и вам придется оплачивать уже подоходные. Так, идем дальше. Даже перезачета, да, не будет, извините, пожалуйста. Перезачет суммы не будет в счет подоходного налога, да? Вот смотрите, сам принцип патента таков, что он безвозвратный. Это было как и в предыдущей версии, так и в нынешней редакции. Скорее всего, по норме права не получится, сгорит. Спасибо. Я бы хотел ответить на те вопросы, которые мы получили ранее. Вот был вопрос по какой вид налогообложения лучше выбрать, если занимаешься выпечкой кондитерских изделий на дому. Как раз в новых ставках, которые мы ожидаем переутверждения Кабмином, там пунктом 25 предусмотрено такой вид деятельности со ставкой 10 тысяч сомов. Это как раз на производство хлеба, и хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения. Там за жарочный шкаф, в зависимости от мощности, за один тандыр по 10 тысяч сомов ставка определена. Так, был там же вопрос по части сертификации качества продукции кондитерских изделий. Здесь не тематика, но вам лучше обратиться в ЦСМ, это Центр стандартизации и метрологии. Они как раз могут провести сертификацию качества ваших кондитерских изделий. Находится на Панфилова 197, пересекает Автогула. Так, были вопросы по в ОСО работают наемные по контракту тренеры-консультанты, у которых имелись добровольные патенты на тот период, когда их нанимали.
оборот не выше 8 миллионов, нужно ли им регистрировать онлайн ККМ и будут ли платить налоги, кроме патента, до конца 2022 года и начала 2023 года. Так вот, здесь оплата, если производится на безналичной основе, тогда ККМ не надо. ККМ, конечно, приобретается при проведении денежных расчетов с населением, при предоставлении услуг непосредственно населению. Вопрос был, может ли ИП, который на едином налоге открыть добровольный патент и работать по нему? Здесь ответ может, если же вид деятельности на основе патента отличается от деятельности его ИП. А если же вид деятельности один и тот же, то, соответственно, незачем брать еще один патент. Так, вопрос, нужно ли плательщику единого налога и патентщика выписывать электронный счет-фактуру? Здесь как раз, если работа ведется по предоставлению населению, тогда лучше использовать ККМ. В конце месяца выписывается одна счет-фактура. Так, был вопрос относительно того, при проверке налоговые органы запрашивают различные виды документов. И вот вопрос такой, нужно ли хранить накладные счета, фактуры для показа налоговикам при проверке. Здесь у нас есть статья 68 Налогового кодекса, в которой предусмотрен срок исковой давности для, общий срок для всех происшествий, для патентщиков 3 года. Не забываем, что патент на бумажном носителе является документом строгой отчетности, и его желательно хранить в течение срока исковой давности. Но у нас есть закон о бухгалтерском учете, там как раз пунктом 5 статьи 11, части 1 статьи 11 предусмотрено, что закон применяется к следующим категориям зарегистрированных лиц. Это у нас индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность, за исключением ИП, осуществляет деятельность на основе патента и применяющие упрощенную систему налогообложения на основе единого налога. Таким образом, этот закон говорит, что не надо какие-либо документы сохранять, а налоговый кодекс говорит, что нужно. Поэтому, как сейчас мы понимаем, что налоговый кодекс введен недавно, и в ближайшее время будут введены изменения, и, соответственно, гармонизировано следующее законодательство согласно нормам налогового кодекса. Так, вкратце я пробежался, а по многим вопросам я уже ответил фракции. И можно будет, я Спасибо, добавлю, да? Азиз. Да, Султан, слушаем Если вас. можно, здесь вот вопрос, является ли деятельность ИП на проведение исследований услугой для населения, как определить, какая услуга является услугой для населения. Смотрите, здесь, во-первых, наверное, следует, если, опять же, мы в рамках единого налога об этом говорим, то, как было отмечено, там торговля, производство, да, это все в одной части, и прочая деятельность в другой. И как раз под прочей понимаются в том числе услуги. Поэтому если торговля – это все-таки возмездная передача товара, да, то как раз услуги, они будут входить в прочую деятельность, которая будет применяться 6% и 4%. То есть безналичный расчет. А как определить, какая услуга для населения? Просто для физлиц. То есть если вы проводите или продаете что-то, оказываете услуги частным лицам, то есть физлицам, которые не являются предпринимателями, это и будет считаться услугой для населения. Спасибо. Уважаемые спикеры, предлагаю ответить на пару вопросов в чат-боксе. Всем, наверное, не успеем ответить сегодня. Я вот зафиксировала отдельно те вопросы. От Умюд, Бейшен, Мурза, Чулпонаем, Чинара, Данияр, да? И Асель последний задавала вопросы. Мы предлагаем таким образом. Сейчас мы ответим на пару вопросов, а на остальные вопросы, да, уважаемые спикеры, мы же можем ответить в письменном виде, когда мы будем как раз делиться видеозаписью этого вебинара. Мы дополнительно, да, посмотрим какие-то вопросы, на которые
ответим, мы ответим. Если какие-то вопросы будут нуждаться в каком-то уточнении с уполномоченными органами, мы с ними уточним и по итогам обязательно, конечно, Отлично, спасибо большое. Позвольте тогда вот озвучить такой вопрос. Поступил он от Даниара Мырза. Если организация осталась в общем режиме налогообложения, является плательщиком НДС, все безналичные платежи облагаются НСП по ставке 0%, как и раньше в этом вопросе. То есть, как и раньше, 0% составляет ставка. Здесь нужно будет посмотреть налог с продаж. Давайте мы посмотрим, но насколько я помню, вот из той информации в СМИ, которая выходила, по налогу с продаж, по-моему, безналичный расчет, он остался как раз по ставке 0%, но мы этот вопрос уточним и скажем. Предварительно, да, но мы письменно в рамках сегодняшней темы уточним. Да, спасибо. Еще один вопрос. Для патентщиков надо ли использовать контрольно-кассовую машину? То есть надо ли обязательно устанавливать эту машинку? При работе с населением обязательно. Спасибо. Спасибо. Ну, а все остальные вопросы я уже спикерам нашим отдельно вышлю на электронные почты и постараемся на них на все ответить в письменном виде. Просто вы, наверное, уважаемые участники, понимаете, что у нас тема такая обширная, и каждый ваш вопрос требует такого детального разбора, да, чтобы вот ответить достоверно. Ну что же, тогда, уважаемые спикеры, Нурлан Джулдушбекович, с вашего позволения, мы, наверное, да, потихоньку завершим наш вебинар. Я хочу предоставить слово Нурлану Джулдушбековичу, да, и вот нашим спикерам. Спасибо, Эльнура. Уважаемые участники, надеемся, что для вас та информация, которую мы сегодня предоставили, будет полезна. Как уже было сказано ранее, присылайте свои вопросы. Мы приложим все усилия для того, чтобы в кратчайшее время, уточнив информацию, ответить вам очень углубленно. Я думаю, вы, наверное, прекрасно понимаете, что принятие кодекса это еще не означает его полноценную работу. Почему? Потому что, как я сказал до этого, сейчас идет очень активная работа по разработке нормативно-правовых актов подзаконных. Здесь тоже надо будет по возможности вовлечься в этот процесс. Мы тоже этот процесс отслеживаем, отчасти участвуем, высказываем свою позицию независимую. Но хотел, конечно, чтобы и бизнес-сообщество тоже было поактивнее. Почему? Потому что все-таки налоговый кодекс, как я уже говорил ранее, это конституция для бизнеса. От того, насколько он будет справедливый, понятный и действенный, наверное, зависит судьба многих предпринимателей, в том числе и экономики в целом. Поэтому еще раз хотел бы вас поблагодарить и призвать быть более активными в участии в разработке важных для бизнеса проектов закона. Спасибо. Султан, Спасибо большое. Султан, Азиз, вы можете тоже добавить. Я услышал, спасибо, извините, просто до этого не расслышал. В целом, спасибо большое еще раз, ПИК, за организацию данного семинара. Спасибо большое участникам за ваше время, за участие в данном семинаре. В том числе спасибо за ваши вопросы, потому что действительно, отвечая в том числе на ваши вопросы, мы также уточняем для себя тоже информацию. Это, скажем так, общественная польза получается из этого. Спасибо большое еще раз всем. Будем рады сотрудничеству в дальнейшем. Ильнура, позвольте, я добавлю пару слов. Да, конечно. Сказал, да. Уважаемые предприниматели, наш институт бизнес-омбудсмена был создан 2 года назад. За это время мы получаем очень много жалоб от предпринимателей на действия, решения, бездействия государственных органов. Поэтому, если, по вашему мнению, какой-либо государственный орган или должностное лицо
либо орган местного самоуправления, или предприятие государственного сектора нарушает ваши права, свободы или законные интересы, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы обязательно приложим все усилия для того, чтобы помочь в разрешении данной ситуации. Я хотел бы сказать, что по итогам нашей работы буквально недавно мы, так скажем, подсчитывали нашу помощь, оказанную бизнесменам в денежном выражении. И практически на сегодняшний день наша помощь оценится в 2 миллиарда сомов или более 20 миллионов долларов. Поэтому если наступают какие-то моменты, связанные с проблематичным отношением с государственным органом, пожалуйста, наши двери всегда открыты. Наш адрес — город Бишкек, Ибраимова, 103, бизнес-центр «Виктори», 2-й этаж. Более того, вы можете по телефону связаться с нами, также по нашим страницам в социальных сетях, задать какие-либо вопросы, ну или обратиться с каким-то вопросом, с консультацией к нашим специалистам. Более того, на сайте бизнес-омбудсмена есть форма жалобы, которую очень легко заполнить. Вы можете ознакомиться вообще с нашим сайтом, там очень много информации, в том числе и об успешных кейсах, как мы разрешали проблемы с государственными органами. Поэтому призываю быть вас тоже активным в этом вопросе. Ну и надо, наверное, нам всем учиться отстаивать свои права цивилизованно. Не идти, не решать с кем-то кулуарно, не давать взяток, а все-таки стараться быть постоянно в правовом русле. Я понимаю, это очень тяжело, когда очень большой объем теневой экономики, но тем не менее надо стремиться к этому и учиться решать свои проблемы цивилизованно. Спасибо. Спасибо большое, Нурлан Джалдушбекович. Я как раз хочу тоже добавить и пригласить всех вас посмотреть видеозапись первого вебинара, да, на нашем YouTube-канале. Можете вот набрать «ПИК Кыргызстан», и вот как раз видеозапись, она в открытом доступе. Там наши спикеры, специалисты Института бизнес-омбудсмена как раз подробно рассказывают, в чем заключается деятельность и миссия, каким образом они принимают заявку. Кстати говоря, все заявки принимаются на 3 языках: на кыргызском, на русском и на английском. И всегда специалисты бизнес-омбудсмена института открыты к разрешению любых вопросов по защите интересов предпринимателей нашей страны. Поэтому только поддерживаю. Пожалуйста, обращайтесь по контактным данным, которые были указаны на презентации наших спикеров. Тогда, Азиз, вам слово. Позвольте поблагодарить всех участников за ваше участие, за ваши вопросы. Было очень интересно, очень динамично. Спасибо и за организацию. Подобные вебинары очень своевременно помогают нашим субъектам предпринимательства при своей деятельности, даже при принятии решений, особенно в такое очень динамично развивающее время. Поэтому будем надеяться на сотрудничество. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Искендер, директор Центра развития бизнес-инноваций ПИК Бишкек. Секунду. Слышно меня, да? У нас тут со связью. Благодарю, уважаемые спикеры Института бизнес-омбудсмена. Уважаемый Нурлан Вайтеев, благодарю. Уважаемые спикеры, очень полезная информация. К нам просто нескончаемый поток запросов на эту тему приходил. Поэтому, Султан, Азиз, вот, в прошлый раз Айсанат, то, что информация, которую вы дали, очень полезна нашим предпринимателям. Я думаю, что в будущем возникнет также необходимость повторить, возможно, да, тоже тематику, потому что сейчас идет очень много обращений от бизнес-сообщества, от бизнесменов, микро, малого, среднего бизнеса по изменению пунктов налогового кодекса. Возможно, что действительно в ближайшее время, вот как Нурлан Джалдушбекович говорил, будут изменения опять новые, да, налогового кодекса. Поэтому я думаю, что мы все не прощаемся, будем встречаться еще, будем обсуждать дальнейшие наши вебинары. Может быть, через какое-то время повторим эту тематику, расширим ее. Уважаемые участники, также вам спасибо за участие. Я думаю, что призываю нас всех к сотрудничеству, к крепости, да, к единству, чтобы можно было дальше развивать условия для ведения предпринимательской деятельности Кыргызской Республики. Спасибо вам большое.
Так, спасибо, уважаемые спикеры. Хочу от себя, от всей души поблагодарить вас, уважаемый спикер Азиз, Султан. Вы сегодня ответили на огромное количество вопросов. Да? Я еще раз хочу поделиться, что вопросы были отправлены нам на электронную почту до вебинара за 2-3 дня. И вот наши спикеры подготовились и ответили буквально на огромное количество вопросов, плюс успели ответить на вопросы в чат-боксе. Я надеюсь, что сегодняшний вебинар был полезен для вас, уважаемые участники. По записи, пожалуйста, не беспокойтесь, я получила большое количество запросов в чат-бокс. Мы обязательно направим вам на электронные почты видеозапись и также опубликуем на наших социальных сетях в течение 3-4 рабочих дней. Спасибо всем, всем хорошего продолжения дня. Спасибо, Эльнура, вам за модерацию. Я думаю, отлично прошло наше мероприятие. Надеемся, в будущем у нас будут еще совместные подобные мероприятия. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, всего доброго. До свидания, всего доброго. Всего доброго всем.